Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как нетрезвый водитель арендованного автомобиля протаранил несколько машин во дворе на улице Чистопольская. Влево сделал, вправо резко вырулил, задел, тормознул как смог. Покажем, к чему привела поездка нескольких подростков на «Ладе» 10-й модели по дворам на улице Сабан в Казани. Я просила, чтобы у них родители приехали, но никто не приехал. И для чего они предлагали женщине все, что у них было. Кошелек Луи Виттон, 10 тысяч рублей. А также жительница Казани попала под колеса «Тойоты», переходя дорогу в неположенном месте. Они все говорят, что она невменяемая. И задержание пассажира такси с наркотическими веществами. Все это прямо сейчас. Как минимум 4 машины, припаркованные у одного из домов на улице Чистопольская, протаранил 23-летний молодой человек за рулем арендованного автомобиля. Хозяин одного из пострадавших транспортных средств, несмотря на поздний час, вышел на улицу и задержал предполагаемого виновника. От него исходил сильный запах спиртного. Скрываться водитель не пытался и был готов нести всю полноту ответственности. Пиво, вино, да и все. После выпитого молодой человек нашел в себе силы и моральные, и физические, чтобы сесть за руль. Ехал на улицу Чистопольская из авиастроительного района, где и выпивал. Думал, доедет без проблем. Большую часть пути так и было. До дома оставалось пара сотен метров. Вот у меня дом, следующий. Что-то пошло не так, когда заезжал в узкие проезды дворов, заставленные машинами. Влево-вправо потянул, там влево сделал, вправо резко вырулил, задел тоже. Тормознул как смог. Вот тормозной путь, как видите, метров 20. Он задел как минимум 4 машины, не считая той, на которой ехал. Кроссоверу «Черри» досталось по касательной. Здесь он стирал, как бы повреждения тем не есть. Второй удар пришелся в «Рено», пострадал передний бампер. Вторая здесь попереду. Затем на пути молодого человека появилась припаркованная «Шкода Кодиак». Ей досталось куда сильнее. Следующей стала «Вольво». У нее оторвало бампер. Задел ли он еще и Hyundai Solaris, было неясно. Хозяин не вышел. Были ли эти повреждения или появились в результате лихой поездки водителя арендованной машины, никто не знал. Существенные повреждения получил и каршеринговый автомобиль. Спасибо, что хотя бы не весь ряд, как в Москве. По крайней мере, назад не сдал. Владелец «Шкоды» первый вышел на улицу на звук сработавшей сигнализации. Он и вызвал автоинспекторов. После общения с предполагаемым виновником не сомневался, скрываться он не будет. Я его сфоткал, он, по крайней мере, не уезжал. Спасибо родителям. Воспитали хотя бы честного, но глупого. Он изначально признался, что он виноват, признался, что он пьяный, и сказал, что мне за это будет. Автоинспекторы предложили водителю пройти экспресс-тест. Алкотестер подтвердил все предположения. Стоп. Показания прибора 0,684 мг на литр. Тем самым установлено состояние опьянения. С результатом он не согласился и захотел проехать в больницу на медицинское освидетельствование. Но результаты исследования вряд ли сильно будут отличаться от продувки на месте. И 23-летнему уроженцу Сургута, студенту одного из казанских вузов и будущему программисту предстоит лишиться прав, заплатить штраф 30 тысяч рублей, выплатить немалую компенсацию каршеринговой компании за езду в нетрезвом виде, эвакуацию автомобиля на штрафстоянку и хранение ее там. Даже это без стоимости ремонта как самой арендованной машины, так и поврежденных автомобилей выльется, вероятно, в несколько сотен тысяч рублей. Ремонт, скорее всего, в конечном итоге также ляжет на его плечи. Почему не на такси? Такси дорого оказалось на шею-то. Вероника Гайнудинова, Анвар Шарифуллин, «Вызов 112». 10 тысяч рублей и кошелек Луи Виттон предлагали хозяйке «Опеля» подростки, которые, катаясь по дворам на улице Сабан на «Ладе» 10-й модели, врезались в ее припаркованный автомобиль. Женщина в момент аварии была на улице, причем рядом с машиной, поэтому успела подбежать и вытащить из отечественного авто ключи, чтобы скрыться молодые люди не смогли. Рассказывает, что и водителю, и пассажирам было лет по 15. Когда договориться у них с хозяйкой иномарки не вышло и на место приехали автоинспекторы, предполагаемые виновники аварии бросились в рассыпную. Они все подростки, 14-15 лет, несовершеннолетние. В один из домов на улице Серова она приехала в гости. Стояла на улице недалеко от своего автомобиля, когда из-за угла дома выехала «Лада» 10-й модели и врезалась прямо в ее машину. Перед этим «десятка» сделала несколько кругов вокруг двора. Они уехать хотели, просто я успела подбежать, потому что, я говорю, рядом сидела. Я подбежала, дверь открыта, и достала ключи и положила к себе в карман. Они пытались машину приподнять, как-то туда убрать.
Их же много тут собралось. А потом, когда ГАИ уже подъехали, они уже убежали кто сюда, кто сюда. Между самим столкновением и моментом, когда и водители, и пассажиры «Лады» бросились на утек, у них было время поговорить. Подростки просили отдать ключи и не вызывать автоинспекцию. Она требовала, чтобы на место пришли их родители. Я просила, чтобы у них родители приехали, но никто не приехал. Пришел двоюродный брат, или друг, или какой-то парень 20-22 лет. Пытался договориться. Пока он со мной разговаривал, они открутили номера, достали свои вещи и, увидев машину ГАИ, они в разных направлениях убежали. Они предлагали, вероятно, все, что у них было. Но владелица «Опеля» переживала даже не за свой автомобиль, а уже за будущее. Кто знает, к чему могли бы привести их поездки по дворам. Поэтому пришлось отказаться от их щедрого предложения. Кошелек Луи Виттон. 10 тысяч рублей. Во сколько обойдется ремонт машины, женщина не представляет. Из внешних повреждений царапина на бампере и смещение со своих мест нескольких элементов. Но она не исключает, что есть и скрытые дефекты. Я вообще понятия не имею. Я же не знаю, какие там внутренние повреждения, потому что удар был достаточно сильный. Ну, так-то, может быть, особо незаметно. Ну, бампер немножко и фара ушла. Надеется, что страховая компания оплатит ущерб. С «Лады» сняли отпечатки пальцев, по которым можно будет найти тех, кто находился в автомобиле. По документам найти владельца не представляется возможным. Ее прежний хозяин машину давно продал и уже полгода назад снял ее с учета. Дальнейшую судьбу автомобиля не знает. «Лада», вероятно, навсегда останется на штрафстоянке. Сумма за эвакуацию и хранение машины, а также штраф за вождение без прав, отсутствие полиса ОСАГО, езду на незарегистрированном автомобиле, а также в конечном итоге оплата ремонта «Опеля» будет гораздо дороже стоимости этой машины. В последний путь десятка отправилась на эвакуаторе. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. 51-летняя женщина разбила голову, упав на асфальт в результате наезда на нее Toyota Corolla на улице Дементьева. После случившегося водитель с трудом смог задержать пострадавшую до приезда скорой помощи. Женщина хотела уйти, однако лужа крови на асфальте сигнализировала о том, что пострадавшей лучше дождаться медиков. Они все говорят, что она невменяемая, то есть у меня проблемы с головой. Местные жители рассказали водителю «Тойоты», что давно ждали чего-то подобного. На правила движения она внимания обращала мало. В этот раз также стояла на проезжей части в месте, которое совсем не предназначено для перехода дороги. Он двигался от Максимова в сторону улицы Олега Кошевого, когда перед капотом появилась женщина. Передо мной еще Мерседес ехал, он сюда как раз довернула, и она из-за нее, вот сюда прям, где вы стоите. Мерседес сюда? Да, чтобы остановиться в магазин зайти. И резко она выходит. Я оттормаживаюсь, пытаюсь от нее уехать, она все равно в бок попадает. Удар, говорит, хоть и был чувствительный, но на автомобиле не осталось никаких повреждений. А ты почувствовал? Почувствовал? Ну да. Как он Лужа крови на асфальте – результат падения. Пострадавшая ударилась головой. При этом хотела тут же уйти. Молодому человеку с трудом, но удалось ее задержать до прибытия медиков. После осмотра и оказания первой помощи тут же ушла. Она даже не хотела скорую ждать. Ее держите. Ей просто перевязку сделали и отпустили. Молодой человек остался на месте для оформления происшествия. Степень его вины выяснят на разборе в автоинспекции. Лиана Бахтиева, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. Подозрительный сверток обнаружили полицейские у 31-летнего пассажира такси, который они остановили в СНТ «Березовая роща» на улице Новодавлекеевской. К водителю вопросов не было. Он работает таксистом, автомобиль взял в аренду, наркотики не употребляет. А вот его пассажира, который вдруг стал заметно нервничать, стражи порядка решили досмотреть. При нем было обнаружено наркотическое средство мефедрон общей массой 1 грамм. Задержанный был доставлен в полицию. В отношении 31-летнего мужчины был составлен административный материал по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.